Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана разрешил Туркменэнерго продлить соглашение на поставки электроэнергии в Афганистан. В Аркадаге прошло заседание правления благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова. Тяжелоатлеты Туркменистана стартуют на чемпионате мира в Манаме и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с министром энергетики Ирана Аббасом Али-Абади и председателем Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзи. В ходе визита обсуждались вопросы расширения двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере и диверсификации поставок энергоресурсов на мировые рынки. В Аркадаге прошло заседание правления благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Повестка дня включала следующие вопросы: итоги деятельности благотворительного фонда за прошедший период, изменения, внесенные в законодательные правовые акты, расходование средств благотворительного фонда, итоги работы детского оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова за этот год и другое. Вице-президент фонда Базаров доложил о проделанной за истекший период работе и задачах на перспективу. Он сообщил, что за счет средств благотворительного фонда больным детям было проведено 500 операций, причем в этом году 261. Осуществлены профилактические осмотры, и дети в полном объеме обеспечены медсредствами. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешив государственной электроэнергетической корпорации Туркменэнерго Министерства энергетики Туркменистана заключить дополнительные соглашения с афганской компанией ДАПС на поставку электроэнергии из Туркменистана в Афганистан. Документ подписан в целях реализации программ по экспорту туркменской электроэнергии за рубеж, а также продолжения сотрудничества между Туркменистаном и Афганистаном в сфере электроэнергетики. Новый посол Туркменистана при Святом Престоле Випа Хаджиев вручил верительные грамоты папе римскому Франциску. Папа Римский, подчеркнув ключевую роль дипломатии в решении глобальных проблем, отметил приверженность Святого Престола принципу позитивного нейтралитета и призвал сохранять надежду и творчески подходить к решению проблем. В ходе краткой беседы посол Випа Хаджиев передал папе Римскому приветствия и наилучшие пожелания от национального лидера туркменского народа, председателя Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Туристические возможности Туркменистана были презентованы в Сеуле в ходе празднования Дня дружбы «Центральная Азия, Республика Корея». В рамках мероприятия была проведена специальная сессия Центрально-Азиатской академической конференции по наследию и туризму. В ней приняли участие послы стран Центральной Азии, представители академических кругов и эксперты. Собравшиеся обсудили перспективы культурного обмена, возможности укрепления сотрудничества в туризме, а также пути сохранения уникального культурного наследия региона. Человекоподобный робот Kuya-6, разработанный компанией Toyota, установил новый мировой рекорд по дальности баскетбольного броска, метнув мяч в корзину с расстояния в 24,55 метра. Несмотря на этот результат, роботу пока не удалось превзойти рекорд человека, который составляет 34,6 метра. Kuya-6 предпринял попытку побить это достижение, однако мяч отскочил от кольца. Стоит отметить, что это уже вторая запись робота Toyota в книге рекордов Гиннесса. В 2019 году он совершил непрерывную серию из 2020 точных бросков с расстояния 3,6 метров. Телеканал ABC анонсировал перезапуск популярного ситкома «Клиника». Создатель оригинального сериала Билл Лоуренс будет участвовать в разработке продолжения. Новый проект позиционируется как гибрид. С одной стороны, зрители увидят знакомых героев, с другой концепция сериала будет обновлена. Билл Лоуренс ранее подтверждал готовность актеров оригинального состава к участию в перезапуске. 8 спортсменов представят Туркменистан на стартовавшем в Манаме чемпионате мира по тяжелой атлетике. В состав мужской сборной Туркменистана вошли 7 штангистов, а в состав женской команды чемпионка мира 2018 года в весе до 45 килограммов Юлдуз Джумабаева. Сборная Туркменистана по футболу сыграет в группе D в отборочном турнире Кубка Азии 2027 года с командами Таиланда, китайского Тайбэя и Шри-Ланки. Жеребьевка отборочного турнира состоялась сегодня в Куала-Лумпуре. По ее итогам были образованы 6 групп по 4 команды в каждой. В финальную часть турнира, которая пройдет в Саудовской Аравии, выйдут только победители 6 отборочных групп. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.